Образование в Крымском ханстве играло важную роль. Города, в которых открывались высшие учебные заведения медресе, сразу же поднимали свой статус в стране, а ученые и одновременно преподаватели пользовались непререкаемым авторитетом и уважением. Но наиболее престижными считались университеты в столичном Бахчисарае. Это были Ханская медресе, Орта медресе и Зинджирлы медресе. Конечно же, подавляющее большинство жителей ханства не оканчивали медресе, а вот обучение в мектебе, начальной школе, было обязательным как для мальчиков, так и для девочек, причем учились они вместе. Мектеб, как правило, отдавали с 4-летнего возраста, и продолжалось оно от 3 до 5 лет. Ученики изучали Коран, учились писать и читать. Мектебы открывались при мечетях. Народное просвещение стало одним из главных приоритетов Крымского ханства, поэтому смело можно сказать, что уже в средневековый период грамотность у крымских татар была почти всеобщей. Однако образование крымских татар берет свое начало еще в догераевский период, и если мектебы были повсеместно, то медресе открывались только в крупных центрах. Одним из таких центров становится Салхат, столица наместника крымского улуса юрта. Именно здесь в 1332 году был построен первый крымский храм науки. Меценатом и инициатором грандиозной постройки выступила первая дама Крыма, супруга наместника крымского улус-юрта Индже-бек Хатун. Медресе, по мнению Индже-бек Хатун, должно было находиться сразу же за соборной мечетью, возведенного ее супругом и носившее имя верховного правителя Орды хана Узбека. По размерам храм науки был в 4 раза больше мечети. Это было квадратное в плане здание, облицованное красивым камнем с внутренним двором. Вход вел с востока и был украшен высоким, красивым 12-метровым порталом. По обе стороны, южной и северной, располагались просторные аудитории. Здесь занимались сохты, студенты, преподавали им лучшие в те времена учителя. Следует отметить, что Индже Хатун была покровительницей ученых Крыма и стремилась привлечь в обитель науки лучшие умы. Студенты жили здесь же, при медресе. Их комнаты располагались вдоль внешних стен здания по периметру, занимая пространство между аудиториями. Каждая из них имела отдельный вход, окно, а также нишу для книг и письменных принадлежностей. Индже Хатун завещала похоронить себя на территории медресе. Одну из аудиторий в северной части медресе перестроили под мавзолей основательницы. Над ее захоронением воздвигли мраморный памятник. При декорировании мавзолея использовались маяликовые плитки, украшенные арабесками в виде звезд. Построенная с любовью медресе Индже Хатун, к сожалению, просуществовала недолго. Спустя столетия, в 1423 году, оно пострадало от сильного землетрясения и, как медресе, больше не восстанавливалось. Мусульманская община ухаживала только за Дюрбе, основательницей медресе. Капитальный ремонт здесь был произведен в 1512-13 годах по распоряжению крымского хана Мингли-Герая. Медресе от арабского слова «изучать» возникла в IX веке. Это высшая мусульманская школа, готовящая служителей культа, учителей, а также служащих государственного аппарата в странах Ближнего и Среднего Востока. Первая в мировой истории медресе Мустансирия, датированная IX веком, была открыта в Багдаде. Аналогом медресе можно назвать и европейские университеты. Университет от латинского слова «совокупность» – это высшее учебное заведение, изучающее совокупность дисциплин, составляющих основы научных знаний.
Первые университеты появились в Европе в XII-XIII веках, в Италии, Испании, Франции, Англии. Как видно, существенной разницы между этими учреждениями нет. В медресе получали образование будущие писатели, каллиграфы, архитекторы, философы, историки, те, кто хотел посвятить себя науке. В обязательную программу мусульманской высшей школы входили такие дисциплины, как теология, языкознание, логика, астрономия, математика, физика, метафизика, политика и правоведение. Конечно, не все крымские медресе работали по приведенной программе дисциплин, но в различных регионах ханства их было несколько десятков, и всегда можно было выбрать то направление в науке, к чему будущий сохт, то есть студент, имел склонность.